No-ка, успокойте. Вообще успокойте. Пока тут посиди. Там. Сейчас Муна. Dog де? Хай. Сейчас Муна. Ле. Я пока. Мама.
О, следы выдры свежие. Смотрю переход через речку. Вроде нормально. Здесь будем переходить. Да, здесь буду я переходить. Тулан лает там. На буране я еще не отпустил. Берегу силы, потому что чуть позже отпущу. Ему еще много придется бежать. Начинает немножко расцветать. Мы в пути. Едем на вторую избу. Немножко плутаю. Не могу найти свою тропинку. Она чуть дальше отъехала. Вон моя собака. Вот она, хитрая тропа, блин. Вот нам надо куда заехать. Я смотрю, как будто дальше я проехал. В ночи нифига не видно. Редко езжу, вот и путаю тропинку. Придется задом дать. Так, нам надо сюда. Буя, буютан. А, план. Ладно, будем назад возвращаться. Так. Иначе удачи не видать. А, ладно.
Но что не устраивает тебя? А, Тулан? Перекур небольшой. Ну что, ребят, всем привет. Не знаю, меня видите или нет, потому что только начало рассветать. Поднимаемся на вторую избу сегодня. Взял с собой Тулана. Дорога, как вам сказать, и легкая, и трудная, потому что когда ты пробиваешь путь, первый раз едешь на буране по тайге, зачесов ночью мало где видно, и вот терялись сегодня не раз. Просто еще я не заснял, конечно. Но в то же время хорошо, что сегодня нас хорошо нас держит. Это очень помогает нашей езде. Вот так. Едем на закрытие охоты. Это последняя поездка с карабином. И будем закрывать охоту. Не знаю, как все будет. Буду все снимать. Буду все показывать. Так что наберитесь терпения и смотрите. Ну, одним словом, приятного просмотра, ребята. Посмотрим, что как будет. Все буду снимать. А сейчас я буду тупо посижу минут 10. Надо мне подостыть. Я весь сырой. А сейчас мы выехали на, как сказать, на вырубку, на трассу старую. Мы будем прямо ехать сейчас по трассе. Ехать будем быстрее, чем по тайге. И там снова начинается тайга. Но там уже по этой тайге будем ехать, уже расцветет. Это более-менее как-то облегчит нашу поездку. Меньше будем теряться. А обратно уже по своим следам намного легче ехать. Не надо блуждать нигде, ничего. Вот для примера, вот на самом дне сейчас где-то 80 сантиметров снега. Смотрите, сколько проваливается буран. Буквально 5 сантиметров. Многие хвалят свои снегоходы, что буран тонет, не едет, на снегоходе легче ехать. Это полный пиздеж, прямо говорю, отвечаю на. Потому что если снег не держит, ты хоть на какой технике не проедешь. А когда снег держит, вот, наглядный пример, буран едет так же, как и все снегоходы, все бураны. Не надо хвалить свои иномарки. А лучше бурана все равно ничего не придумано. Он обжор, она работяга. Не просто так в Якутии, в Сибири ездят на таких снегоходах, буранах.
Очень похожи следы на волка. Или крупная лиса тут. Тулан нервничает, надоело ему сидеть. Я на квартальной просеке. Осенью тут уже броил. Это уже своя территория. Промысловые участки тут у меня. Сейчас, наверное, Тулана отпущу. Недалеко, в принципе, уже осталось. Квартальный столб. Ну, немножко я закрыл, какие квартала. Но примерно, вот, ориентировочно. Это 1,30 м столб. Помнится нам до верху, ну, до макушки 1,30 м. А здесь снега, значит, около метра, примерно так. Может и меньше, но 80 сантиметров, 80-90 сантиметров вот тут снега в этом году навалило. Тула. Ле. Все, могу. Давай. Гуляй вообще. Опа. В принципе, собаку, блин, опять отмечает. Собаку держит. Да. Ну, немножко так будет проваливаться, но, думаю, да, может даже бегать. Ладно. Отдыхаем и дальше едем вообще. Опа. Следующая остановка будет уже возле избы. Обычно я по-другому и дорогой езжу, по своим зачесам, но решил в этом году через просеку. Думал, здесь хорошо прочищено, оказывается, там тоже повалено очень много деревьев. Зигзагом пришлось ехать. Пилу не взял. Пилу не взял, потому что у меня заготовлены дрова на своей избе. В принципе, зачем пила?